Это Бе- нарушение персональных данных, потому что без разрешения, без нашего ведома публиковать наши фото, видео, наше жилье, наши данные, паспортные данные, контактные данные закон запрещает. И принуждение, а тут налицо, что их принудили, да, написать, кто их мать, кто их отец, их телефоны, номера, кто ответит за их безопасность. Это нарушение, а за нарушение персональных данных есть у нас ответственность, вплоть до штрафа, уголовной, да, ну, в зависимости от степени тяжести. Понятное дело, ГКМБ сам на себя в дело не возбудит и, к сожалению, никого не привлекут к ответственности, да, тем более учитывая, что вопрос касается проституции, и это как бы у нас в обществе отрицается и как бы, да, осуждается. Но на самом деле, к сожалению, мы знаем всю жизнь эту деятельность крышевали, да, так скажем так, сами правоохранительные органы, сами же пользовались, да, услугами этих девушек. И сами же понуждали, принуждали. К примеру, у меня был кейс в Хадамджае, да, когда я была омбудсменом, девушку несовершеннолетнюю, к сожалению, очень много случаев, когда несовершеннолетних вовлекают. Сами сотрудники органов внутренних дел, да, как бы пользуются услугами. И соцслужбы никого не привлекали к ответственности. То есть это вина не подростка, а это вина взрослых людей, которые вовлекают, угрожают, обманывают различными путями, вовлекают в эту деятельность. Поэтому это однозначное нарушение прав как персональных данных, так и безопасности этих девушек, и нарушение неприкосновенности личной жизни, частной жизни, да. Сейчас ГКМБ должны вот эти всем сделать, обеспечить тогда безопасность, потому что у нас мы видим уровень насилия, агрессии среди мужчин, к сожалению, растет. Количество насилуемых и убиваемых со стороны мужчин, женщин тоже, да, растет. И если завтра к этим девушкам по их адресам, по их данным кто-то узнал, да, выстроится колонна из этих жаждущих удовольствий мужчин, которые будут говорить: а ты же все равно такая, давай, почему не я? Кто обеспечит безопасность этих девушек? Ну, знаете,